Добрый день, меня зовут Лещенко Ксения. Я очень рада сегодня, что вы пришли, рада вас видеть, рада видеть ваши заинтересованные глазки, потому что это необычайно важно понимать, откуда вообще берется все то, что нас окружает. Вот. И на самом деле у любой вещи у нее есть своя история. И вот эту историю мы сегодня с вами немножечко заглянем, потому что та одежда, которая на вас, на самом деле, она тоже ведь соткана. Просто соткана она уже огромными промышленными машинами, которые сейчас работают уже от электричества, и они абсолютно механизированы, то есть они даже не требуют участия человека. Но еще некоторое время назад, например, вот вы слышали, да, у нас есть в городе район КШТ. Вы знаете, как он расшифровывается? Да ты умничка, все правильно. Представляете, у нас в городе раньше производили шелковые ткани, и не только шелковые, да, на импорт и на экспорт. Вам известны такие интересные слова? Слышали когда-нибудь? То есть это значит, что этими тканями пользовались как внутри страны, так и их вывозили за территорию Казахстана, за территорию СССР, да, и ими пользовались во всем мире. Вот, и поэтому все ткани, которые изготавливаются хоть на заводах, хоть вручную, они все сотканы, но из разных ниточек. И, конечно, сейчас большие станки, они очень быстро справляются со своей задачей, да? А когда мы говорим о качестве ручном, то это все, понимаете, что происходит очень медленно. Вот. И поэтому раньше люди очень ценили то, что они очень-очень долго делали. Например, для того, чтобы сшить одну рубаху 100 лет назад, как думаете, сколько понадобится времени? Вот ваше предположение. Вот для этого использовали вот это. Да, для этого использовали. Вот ну, какие предположения? Вот чтобы сшить одну рубаху, сколько времени нужно? 2 месяца. Угу. Еще какие есть предположения? Вот еще нужен вот такой вот станок. Обязательно нужен, да. Да, вот так он Какие еще есть предположения? На самом деле, вот неделю сейчас я шью рубаху, потому что я не самая профессиональная швея, да, я пошла в магазин, купила ткань, как-то замерила там человека, да, и вот еще недельку ее шью. На самом деле, чтобы пошить рубаху 100 лет назад, нужно было 2 года. Ребята, представляете, да? Потому что магазинов тканей не было, потому что у тебя был амбар, в котором был лен, ну, например, да, это семена льна, мы сейчас видим их в магазинах здоровья, потому что это такой классный продукт, вот, а раньше этот лен мы должны были посеять, представляете, это весна какого-то года, например, 2025-го, вот посеяли мы лен, значит, с девками, он у нас взошел, мы его должны были там обрабатывать, полоть, поливать, и вырос он у нас к осени. Вот мы этот лен собрали. Для того, чтобы этот лен дальше обработать, нам нужно было его посушить, потом помочить. Что? Потом мы его вымачивали, то есть прямо в снопике связывали лен и клали его в воду, пока он, ну, как сказать, не прокиснет, да, и не покроется вот этой вот слизью. Вот, после этого его очищали, и оставалась такая сердцевинка. И вот из этой сердцевинки потом получалась ниточка. Так вот, потом эти сердцевинки, их клали на станочек и проминали для того, чтобы они мягкими становились. Потом их прочесывали, то есть это все очень-очень долгий период. То есть мы чесали лен, да, чтобы с него ушло все лишнее уже сухое. После этого мы его чесали другой чесалкой, чтобы он превратился в кудель. То есть представляете, такое облачко, как будто вот облачко шерсти, да, и вот из-за льна такой же кудель нужно было получить. И потом его пряли. А когда мы его пряли, мы его могли, допустим, ну вот, может быть, вы видели сейчас прялочки такие с колесом еще остались, да, видели? А до этого еще пряли на таком устройстве, как же оно называется, может, такое вытянутое устройство? Вот это вот. Веретено, точно. Вот, на веретенышке ткали. Вот, и, ой, пряли. И вот получалась ниточка, ниточку мы вот так вот связывали в моточек. С овечьей шкуры.
и с овечьей тоже делали, но я сейчас про лен рассказываю, потому что в нашем регионе были льняные рубашки. Ну и, конечно, и баранов разводили, и шерсть была, и шерстяную пряжу ткали из нее тоже. Вот. Но самое главное, что у нас с вами прошел уже почти год, а у нас только ниточка с вами есть. И вот наступала зима, и начинались вот эти зимние работы. А зимние работы, вы понимаете, что они не в поле, они в доме, да? Когда холодно, и вот тогда как раз эта пряха садилась и прила эту ниточку, да, потом она ее как-то перематывала, потом в пасмы сматывала, если знаете, да, ну вот примерно вот так вот на ручках, когда мотают бабушки, да, вот такие пасмы, вот, и после этого она могла их уже использовать для того, чтобы заправлять станок. И вот эти вот нити основы беленькие называются основой, потому что это основа всего ткачества. А вот эти ниточки, допустим, у меня они голубые и синенькие, это уже называется нить утка, потому что они намотаны на челночки, и вот это вот как раз есть уток. И вот представляете, да, большие станочки, на которых мастерица насновала сначала ниточки, потом заправила в станочек и начала ткать. Вот она вот эту вот ниточку помещает в зев, так называемый. Зев — это то, что вот здесь вот у нас находится с вами, я вам это все покажу. Да, и крутили, сейчас уже не крути, пожалуйста, мне. Так вот, зима, и наконец-то мастерица соткала полотно. А полотно, как вы понимаете, это еще не рубаха, это она только год в магазин ходила. Так вот, когда было соткано полотно, его клали на снег и снегом засыпали. И несколько месяцев на снегу полотно лежало. Какие предположения для чего? Чтоб мягче было. Еще какое предположение есть у вас? Села, например, да? Я думаю, эта задача тоже выполнялась. Но самое главное, для чего мастерицы выкладывали на снегу свои полотна, это отбеливание. Потому что, как вы понимаете, никаких отбеливателей не было. Но природа, она в принципе включает в себя абсолютно все. И лежа на солнышке, они, ну, как мы сейчас называем, выгорали, да? А лежа на снегу, как вы знаете, на снегу мы сейчас тоже можем и загореть, и сгореть, да? Кто-нибудь пробовал на лыжах кататься на снегу и, наверное, иногда сгорал, когда не пользовался кремами SPF. Так вот, значит, снег, он отражатель очень серьезный, и он многократно, отражая солнечный свет, делал ткань белоснежной. И вот отсюда только белоснежные рубахи. То есть только ко второму году, к следующему лету, ну, может быть, прошло не 2, но 1,5 года, например, да? Хотя лен могли хранить и дольше времени, если, допустим, не успевали обрабатывать. И только тогда могли пошить ту самую рубаху, ради чего все начиналось, ради чего мы пошли в амбар за льном. Вот. Поэтому, конечно, люди очень-очень ценили такие изделия, очень берегли их, особенно те, которые были новыми, да, которые ткались и шились новыми, они всегда использовались на какие-то праздники. Они возможно, праздничные надевались, допустим, всего несколько раз в год, да, для того, чтобы эту вещь сохранить, ее клали в сундук, ее оберегали, вот, ее, может быть, даже и не стирали часто, да, потому что вот таким образом она тоже сохранялась. А ту вещь, которую носили долго или которую не отбеливали, потому что были рубахи из небеленого льна, то есть ты не ждала несколько месяцев, пока он отбелится, ты вот соткала и сразу пошила. Это называется небеленый лен. И вот из такой ткани делали рубахи рабочие, которые носили каждый день, потому что то, что ты уже отбелила и красиво сшила, не пойдешь же ты в этом скот пасти, да? Не будешь же ты в этом готовить и это самое
самое, с возможностью там какие-то жирные пятна на себя поставить. В общем, естественно, все очень эргономично носилось, и сама по себе ткань была, выкройка, да, рубаха, она была очень удобная, она была хорошо продумана. Вот, например, сейчас на мне эта рубаха, она сшита по той же технологии, что шили и 100, и 200 лет назад. То есть она была выкроена как будто бы из полотна, с такими же условиями. Потому что, как вы понимаете, ткацкий станок, он хоть и широкий, как выглядит широко, да, но полотно получалось достаточно узким, 30-40 сантиметров, когда мы его стягиваем. И вот это вот полотно, оно потом использовалось для выкройки. Ну, как вы думаете, как можно выкроить из 80 сантиметров? То есть вот у нас есть полотно, мы, грубо говоря, отрезаем прямоугольник, и это у нас получается рукав. Отрезаем следующий прямоугольник, у нас получается так называемая полочка, то есть перед для рубахи. Точно так же спинка, второй рукавчик. А вся красота, она достигалась насбориванием. То есть, видите, вот у меня складочки, то есть это был прямой рукавчик, и мы его хоп-хоп-хоп насборили и сделали какое-то красивое украшение. Здесь у меня тоже насборено, да? Вот. Почему еще у нас, кстати говоря, длинные рукавчики, вот такой вот высокий ворот в нашем регионе? Потому что у нас не сильно жарко. Как вы знаете, какой у нас климат? По географии проходили. Какой? Резко континентальный. То есть у нас летом сильно жарко, зимой у нас сильно холодно, поэтому нужно от холода закрываться. Но самое главное, что эти костюмы, они от жары защищают, потому что они не прилегают к телу. И по-разному бывает. И они из натуральных тканей, поэтому они предохраняли и от жары, и от холода, и от укуса комаров. Так вот, сейчас мы как раз приступаем с вами к тому, чтобы попробовать поткать. Сегодня у нас здесь очень простое изделие. Это называется полотняное переплетение, самое простое, да? Да, на станке будем ткать. Вот, сейчас я тебе дам потом покрутить, когда мы уже ткать закончим, хорошо? Вот, а то у нас с натяжением проблемы возникнут. Так, сейчас я, вот, кстати говоря, челночок, там вот пластиковый присутствует челночок, а есть еще вот так возможность сейчас у нас делать фанерные, то есть это тоже уже у нас 21 век, что мы используем фанеру. И как вы понимаете, вот мой станочек, он называется станок настольный, ручной станок уже, да, то есть это такой станок, который проще изготовляется, занимает меньше места, но ткать на нем можно точно так же, как и на большом станке. Вот, сейчас я вам примерно показываю, как это делается. Потом крутим вот это все. Обязательно будем крутить. Тут у меня немножечко запутано. Зачем крутить? Для того, чтобы продвигать наши изделия, мы крутим. Нитки так. наматываются? Наматываются. Угу. Дай-ка, заяц. Вот смотрите, из чего вообще состоит ткацкий станок. У него, в принципе, такие же составляющие, как и у большого ткацкого станка. Вот это называется становина. То есть то, на чем мы стоим, да, устойчивый. Вот. Это называется бердо, берда. Вообще для разделения ниточек он существует. Вот смотрите, у него есть 3 разных положения: нижнее, верхнее и среднее положение. Нижнее и верхнее, вот сейчас следите за ниточками, у меня нижние и верхние ниточки разделены, и вот это расстояние называется зев, то есть такое вот открытое. Вот. Если мы переместим бердышко в положение среднее, у меня зев схлопнулся, видите? Вот именно в этом положении мы делаем вот такие красивые узоры. И либо мы открываем зев в другую сторону.
У нас ниточки меняются местами, открывается следующий зев. Сейчас я все расскажу. Вот. Здесь у меня также есть товарный вал, так называемый, на который мы уже накручиваем готовые изделия. И есть еще вон тот вал, на который у нас намотаны ниточки. Вот. То есть устройство максимально простое, здесь нету многого, чего есть в большом ткацком станке, но тем не менее изделия получаются не менее прекрасными. Вот. Здесь, спасибо большое, здесь у меня представлен коврик. Если вы видели у бабушек в домах, во дворах, на дачах еще остались такие полосатенькие коврики. Вот сегодня мы с вами с такого коврика и начнем. Значит, сейчас у нас открыт зев, вот смотрите, я проверяю, видите, у меня ниточка болтается, значит, у меня вот в этом зеве предыдущий ряд не заткан, я его не заткала. Для того, чтобы его заткать, мне нужно поменять зев. Смотрите, я раз опускаю и опять проверяю. Оп, смотрите, у меня как будто бы вот эта ниточка закрылась на замочек. То есть у меня нити основы вот так вот закрыли его. Вот. После этого что я делаю? Я должна взять вот такое изделие. Это расческа. Ну, типа расческа. Гребень. Назовем его. Вот, будем учить новые старые слова. И вот начиная от центра, таким образом, смотрите, упираясь в свой корпус, потому что у меня здесь станок не закреплен, я вот таким образом к себе прибиваю. Помните, я говорила о том, что в большом ткацком станке есть специальное устройство, которое называется набилки. Я бы вот так бум-бум делала, била бы ими. Поэтому набилки. А здесь я использую гребень, потому что здесь у меня более простая технология. Вот. После этого я беру вот этот челнок. Здесь у меня находится текстильная пряжа, она натуральная, но современная. И ввожу ее вот в этот зев. То есть мы убедились, что предыдущий ряд у нас заткан, и ввожу этот челнок вот сюда в зев. Таким образом я продергиваю нить утка между нитями основы. Я должна эту ниточку продернуть до конца, но я ни в коем случае ее не натягиваю. Здесь я выкладываю красивую петельку, для того, чтобы у меня получился равномерный красивый край. Вот. А эту ниточку оставляю свободной, после чего я придаю ей новое положение. Свое положение ниточка выбирает сама, она ложится равномерно, когда мы ее просто вот так подвигаем. Я, конечно, делаю это с небольшим усилием, но ни в коем случае не бью, потому что здесь у нас материал пластик, а он хрупкий. И я меняю положение бердышка с нижнего на верхнее. Для чего? Кто мне скажет? Чтобы зев с другой стороны открылся. Да, у нас сегодня детский мастер-класс. Так, мой хороший, смотрите, для того, чтобы заткать предыдущий ряд, я проверяю, ниточки основы у нас опять поменяли свое положение, и этот ряд опять хоп, и на замочек закрылся. Теперь я беру гребень. Молодец, вот какой у тебя память хорошая. И снова плотно подбиваю вот таким образом. Угу. Кто у нас самый высокий? Прекрасно. Пожалуйста, прошу вас. Как зовут вас? Амина. Амина, прекрасное имя. Пожалуйста. Сейчас ты вводишь челнок с левой стороны. Почему с левой? Кто-нибудь знает? Правильно, потому что здесь у нас хвостик, да. Можешь использовать любую сторону, здесь не важно. Да. Самое главное, это никакую ниточку нам не зацепить. Не зацепить. Угу. Так, заяц, отходи. Так, клади на рабочую поверхность челнок. Вот сюда. Опа, хорошо. Правой ручкой подтягиваешь, левой контролируешь и укладываешь в красивую петельку. Помнишь, чтобы ровный край получился. Угу, хорошо. Не бойся, ничего страшного. Да, чуть-чуть еще вот так вот подтягиваешь. Угу. И там ее как будто бы так утрамбуй пальчиком, как ты правильно делала сначала. Прям пальчик вот так вот в зев. Вот так в зев вложила и вот так вот прибила, да, зачем сразу. Здесь гребень?
для подбивания. Теперь смотри, вот так вот раз, и эту ниточку оставляешь в свободном полете. Двумя руками бери бердышко, двумя руками снимай на себя и, упираясь в свой корпус, да, прижимай, к себе прижимай. Да, вот, видишь, ниточка, она сама становится ровная. Угу. Теперь ты смотри, бердышко сняла с верхнего положения, теперь ставь вот сюда на горку, и он скатывается, да, и в пазы. Угу. Да-да-да, пробуй, все правильно. Теперь берешь гребень и, начиная от центра, опять упираясь в свой корпус, да, хорошенько, вот здесь прямо не бойся, почему? Потому что ниточки не порвутся, ты ничего не испортишь. Прямо крепко-крепко к себе прибивай. Для чего это делается? Это называется, значит, склонность или не склонность к вытаптываемости. То есть нам нужен такой коврик, который прослужит больше 100 лет, как у наших бабушек. И для этого они сильно-сильно крепко-крепко прибивали. Так что смотришь на просвет, а там просветов нету. Вот. Вот, умничка. Давай теперь еще с этой стороны попробуй. Возьми челнок в правую руку, и там, где хвостик, с этой стороны вводишь. Сейчас тебе будет удобно. Вот смотрите, мы вообще-то проверяем, чтобы нам было достаточно длины нити свободной. И вот отсюда вот вводишь. Давай, попробуй. Угу. Давай. Угу. Все хорошо. Клади на рабочую поверхность. Угу. И вытаскивай. Отлично. Укладываешь в петельку. Угу. А ту ниточку, тот край, его делаешь свободным. Угу. Или да, вот так в диагональ выводишь. Все, берешь теперь бердышко. В руки бердышко бери. Угу. На себя, да? Да, прям подвигай к себе. Так, делаешь и ровный ряд. Вот, чтобы у тебя ровное изделие получилось. И меняешь положение бердышка. В этот раз ты его ставишь наверх. Вот, то есть здесь несложно. Или нижнее, или верхнее положение во время ткачества. Теперь нам нужен гребень. Можно? Пожалуйста. Да. То нижний, то верхний, то нижний, то верхний, вот так. Угу. Крепко-крепко подбивай. Держи. Угу. Помогаешь прочесывать, да? Нити основы. Молодец. Вот. Амина закончила первый курс ткацкого училища. У тебя все отлично получилось, умничка. Так, кто у нас следующий по росту? Пожалуйста. Ну, ты теперь уже все знаешь, можешь сам консультировать. Единственное, что только мы вот проверяем, что наши ниточки достаточно для этого ряда. Угу, хорошо, поехали. Продергиваем нить утка в зев основы, кладем на рабочую поверхность уток, равняем ниточку, делаем петельку красивую, выводим ниточку в диагональ, чтобы она свободная была, у нас все правильно. И, снимая бердышко на себя, упираясь в свой корпус, подвигаем. Это ты уже подбиваешь. Первый шаг у нас такой. Да, меняешь положение берда с верхнего на нижнее, попадаешь в пазы. Угу. Берешь гребень и, начиная от центра, на себя тянешь, упираясь в корпус. Молодец. Тебя как зовут? Али. Как? Али. Али. Вот. Али тоже закончил первый курс ткацкого училища. Молодец, прекрасный ткач из тебя выйдет. Так, кто следующий? Как тебя зовут? Маргарита. Маргарита, прекрасно. Давай, Маргарита. Начиная с первого шага, что мы делаем? Мы ниточку меряем.
Молодец, хорошо. Теперь вставляем ее с той стороны, откуда у нас хвостик торчит. В открытый зев. Угу. Чем ближе ты к бердышку, тем у тебя шире зев, тем проще тебе в него попасть. Угу. Клади на рабочую поверхность. Молодец. Угу. Сегодня мы с вами научимся 3 техникам ткачества. Хорошо, ведь бери бердышко. То наше полотно постепенно станет уже. А нам это невыгодно, сами понимаете, да? У нас тогда вся выкройка не получится, если у нас полотно будет похоже не на прямоугольник. Держи. Потому что наши предки, они использовали каждый сантиметр, они ничего не отрезали и не выкидывали. Вот, они очень ценили свой труд, поэтому каждый сантиметрик, он шел в дело. И если даже какие-то остаточки оставались, то они, как думаете, куда попадали? Умница, Маргарита. Я правильно сказала? Пойдем. Итак, если оставались какие-то остаточки, обрезочки, не дай бог, куда они шли, как думаете? Тоже, по-моему, коврики. Конечно, они шли в ткачество, никакой утилизации не было. Точнее, нет, утилизация она была. Я вам сейчас расскажу, какая это была утилизация. Может быть, вы видели во время праздника, который называется Масленица, у нас горит чучело. Вот. Так вот, чучело, оно было далеко не во всех регионах, то есть это сейчас уже, ну как, сделано для красочности праздника. На самом деле молодежь перед праздником Масленицы ходила по деревне и собирала так называемую ветошь. А это могло быть, например, старое колесо сломанное, это могла быть какая-то заваленный забор или старая телега, или это могло быть то, что нерадивые хозяева просто бросили на дороге и забыли убрать на место. Поэтому вот перед Масленицей надо было глаз да глаз за своим имуществом, потому что могли утащить что-нибудь и из двора, что плохо лежит. И вот это называлось ветошь. Это потом сжигалось на празднике в большом костре. И вот это и была утилизация. Она происходила раз в год. Вот. Ну, кроме того, что сжигали в печке, там закапывали и так далее. То есть такие натуральные все способы утилизации были, экологичные, как мы сейчас говорим. Вот. А все, что оставалось из ткани, это все обязательно было использовано. Почему у нас такие красочные вот эти вот половички? Почему они все полосатенькие? Потому что одинаковые ткани одного цвета было мало. Хватало на одну полосочку, на одного коврика, поэтому они такие яркие, красочные. Вот, умничка. Тебя как зовут? Саша. Сашенька, сейчас твоя очередь. Молодец. Тебя как зовут? Назар. Назар? Какое у тебя чудесное имя. Пойдем. Айда, мой хороший, ты дольше всех ждал. Ниточку мы проверили, достаточная. Хвостик отсюда торчит. Бери челночок в руку. И давай начинай вот с правой стороны, не торопись, очень аккуратненько. Угу. У тебя самая сложная задача, потому что у тебя осталось мало места. Но зато прямо после этого мы с тобой начнем перематывать то, как ты хотел. Так, вытаскиваем челночок, осторожно. Ага, клади на рабочую поверхность. Угу. Все, здесь у нас ничего не нужно уже перетягивать. Ниточку положи в свободное плавание. Подвинь ее прямо. Ага, вот так. Молодец. Пойдем. Ты же достанешь, ты же взрослый парень. Вот 2 руками. Бери 2 руками. Бердышко. Снимаешь и на себя. Давай. Вот, хорошо. Бердышко в каком было положении? В верхнем или в нижнем? В верхнем. В верхнем, значит, нужно поставить на горку и скатить по горке. Угу. Теперь мы с тобой проверяем пальчики вот так вот. Кто был прав?
Никто, даже тот, кто подсказывал. Видишь, у нас не заткался вот этот ряд, потому что он свободно болтается. Это значит, что мы неправильно бёрдышко поставили. Нам нужно переставить его в верхнее положение, чтобы у нас ниточки основы поменялись местами и заткали предыдущий ряд. Теперь проверяем. О, смотри, видишь, на замочек закрыли вот эту ниточку. Теперь бери и начинай от центра. Вот эта серединка, знаешь, вот так. Угу. Почему от центра? Потому что так проще удержать баланс. То есть для того, чтобы ряд получился ровным, чтобы его не перекашивало, начинаем от центра и идем к краям. Молодец. Умница. Саша сегодня тоже стал ткачом. Давай. Так, вот мы с вами попробовали полотняное переплетение. Это самый простой вид ткачества. И если мы посмотрим на изделие полотняного переплетения, то выглядеть оно будет вот таким образом. Вот это вот нити основы плюс нити утка и больше ничего. Здесь мы можем играть только разными цветами. Вот. И если мы посмотрим с той стороны, вот Али нам сейчас продемонстрирует, он возьмет в руки зеленое бёрдышко и покажет, это тоже полотняное переплетение, только там ниточки по-другому выстроены, и от этого немножечко другой рисунок. Все правильно. Теперь мы с вами посмотрим, каким образом создаются рисунки. Этот вид ткачества называется ткачество узорное уже или браное. То есть узорное, понятно от слова узоры, да, потому что мы узоры будем ткать. Или браное от слова брань, но это не браниться, хотя это однокоренные слова, а от слова выбирать. То есть мы с вами будем выбирать ниточки, на которые мы будем класть наш уток. Узорный уток — это вот у нас второй цвет утка, да, это делается контрастным цветом для того, чтобы у нас было вообще видно. Мы же не можем синим по синему. Или можем? Как считаете? Ну, ваше мнение, вот просто ваше мнение. На самом деле есть регионы России, в которых узорное ткачество одного цвета было их фишкой, как мы сейчас говорим. То есть очень много у нас осталось наследия белым по белому вытканное или даже вышитое белым по белому. И это невероятнейшая красота. Вот. Но, конечно, сейчас мы хотим больше наглядности, поэтому мы используем два контрастных цвета. Так, сейчас для того, чтобы нам дальше ткать, вот видите, у нас осталось мало рабочей, вернее, как это сказать, ну, рабочая поверхность или... Ну, в общем, это самое. У нас осталось мало места для того, чтобы делать это комфортно. Поэтому мы должны все изделие это передвинуть на себя, чтобы вот это вот у нас осталось более свободной поверхностью. Ну, это самое, нашей рабочей, да. Во что мы делаем? У каждого станка, я говорила, есть два вала. Вот они здесь находятся, на одном ниточке, на другом уже готовое изделие. И вот нам сейчас как раз надо на товарный вал немножечко намотать готовое изделие для того, чтобы нам продолжать ткачество. И вот сейчас Саша мне поможет, да? Открываешь замочек и держишь крепко. А я открываю замочек с этой стороны. Оп. Так, теперь я наматываю на себя. Ты держишь, держишь. Чуть-чуть отпускаешь, но держишь. Стоп. Угу. Закрывай замок. Опа, молодец. Хорошо, теперь я делаю натяжение. Хорошее. И закрываю замочек здесь. Вот с этой стороны вообще вот можете посмотреть, да, как выглядит замочек и чем же я тут перематываю. Вот смотрите, у нас здесь очень простое приспособление сейчас. Вот такие стопы, например, для подбивки, да, полотна. А вот это зачем? И это для этого же, тоже для подбивки, вот, для расчесывания. Вот, умничка. Вот я сейчас, видите, как подбиваю? Видите, разница какая? Потому что я ослабила, и ниточки поползли сразу. А этого не должно быть, конечно. У хорошей ткачихи никогда не ползет натяжение. Вот. А еще, кстати, ну ладно, это потом. Итак, для того, чтобы нам выткать узор, помните, какое положение бёрдышка я вам говорила?
положение бердышка для выкладывания узора. Сколько у нас положений у бердышка? 3 положения бердышка. Верхнее, среднее и нижнее. И вот в среднем положении у нас идет выкладка узора. Почему нам это так удобно? Потому что у нас ниточки схлопнулись, у нас нет зева. И нам очень удобно ниточки выбирать, потому что сейчас мы будем ниточки с вами считать. Каждую ниточку нам нужно посчитать. Что у нас для этого есть? В данном случае только челночок, да? Но вообще мастерицы пользуются таким изделием, прибором, очень похожим на челнок, оно называется бральница. И вот когда я что-то мелкое выбираю, я использую такие челночки. На самом деле, если бы здесь не было отверстия, а был бы только вот уголочек, это как раз была бы бральница. То есть здесь у меня прям 3 в 1. Вот. Я бы брала вот такую вот бральницу и делала бы перебор. Почему бральница, брань, бранный узор, бранный рисунок, перебор? Это все вот от слова брать. То есть мы берем и используем ниточки только так, как нам нужно, да? То есть мы поднимаем, берем ниточки, те, которые нам нужны. Сейчас мы будем делать, смотрите, даже вот старинные вещи, там много что в узоре именно идет 3 на 3. И вот это такое, как сказать, код, такое золотое сечение, да? Это как мы взломали систему, да, узнав, что основной вот этот вот, как сказать, ключ это 3 на 3. Это вам, чтобы было больше понятно вашим современным языком. Итак, что мы делаем? Для того, чтобы нам выложить узор, и у нас была вот такая ниточка сверху, да, нашего полотна, нам нужно, чтобы наша нить контрастная голубая проходила сверху нити основы, только тогда мы ее увидим. Потому что когда она внизу, ее же не видно, правильно? Итак, мы начинаем тогда снизу, для того, чтобы у нас образовались вот такие поля. И начинаем, вот, например, смотрите, берем по 3 ниточки, вот так вот, 3 вверх, 3 вниз, 3 вверх, 3 вниз. И так на протяжении всего поля. Сейчас я возьму большое устройство и буду делать это большим челночком. Вот, я это буду делать одним челночком, а потом вам покажу, ну, для того, чтобы показать, как использовали бральницу. Еще это называлось иногда доска, например, да? То есть такая вот узкая доска, которую использовали для того, чтобы ниточки набирать. Делаем то же самое, сейчас я попробую сделать это с другой стороны. Так, итак, 3 ниточки вверх, 3 вниз, 3 вверх ниточки, 3 вниз, 3 ниточки вверх, 3 вниз. Так, где у нас самый высокий? Пойдем, Али. Я тебя начала, будешь продолжать. Потому что мы не будем делать много рядов, это много времени занимает на самом деле. Вот смотри, ты прямо вот так ручкой берешь, так 3 вверх, 3 вниз. Хорошо? Понял? Угу. Пойдем. Эту мне, эту тебе. Ты чешешь с этой стороны. Угу. Так. Попробуй руки поменять местами. Возьми в левую руку челнок, а правой ручкой, ну вот мы это все и проверим потом, ничего страшного. Схему 3 на 3, а схемы же тоже были разными. Была схема 1, 1, 3, 3, 5, 5, да, и дальше снова 5, 3, 3, 1, 1, ну и так далее. То есть схемы-то могут быть и разными. Так, Али, спасибо тебе большое. Теперь у нас Амина подходит. Так, ага, ты сразу увидел свой косяк, прости, пожалуйста. Тогда мы лучше вот так вот до него прямо сразу распустим, да, чтобы нам не делать лишнюю ошибку. Вот. И вот отсюда Амина продолжает. Давай отходим. Ничего страшного. Как раз мы увидим, что будет, если мы отойдем от схемы. Вот так вот сложновато, потому что он бывает соскальзывает. Конечно. Никто не говорил, что будет просто. Может быть, тем маленький было удобнее, хотя нам надо не продеть из-за этого.
Угу. Так, вот сейчас я вижу, смотри, у нас 3 ниточки. Да. И здесь тоже 3. Да. Ну, это я плохо вижу, ладно. Поехали дальше. Как тебе кажется, это было, как сказать, увлекательное занятие? Вот тебе сколько лет? 16. В 16 лет девушка уже должна была себе соткать полное приданое. Приданое – это 100 наименований различных вещей, одежды, утвари. Это и простыни, и скатерти, и рушники, и полотенца. И не только соткать, но и сшить одежду свадебную себе и рубаху свадебную своему жениху, а потом ее еще вышить. Спасибо большое, Маргарита. Теперь твое приданое, пожалуйста. Посмотрим, как твои ручки заточены под приданое. Угу. Можешь прямо вот так, смотри. Вот так вот прям взять. Вот бери захват. Оп. Ага. И вот отсюда начинай считать. Так вот, когда девку замуж-то выдавали, как проверяли, достойна она, недостойна, сколько она чего там наткала. Во-первых, когда к ней приходили свататься, родителям жениха дарили изделия этой девушке. И вот они ходили по дворам, родители-то, и глядели, хорошо ли эта девка ткет, вышивает, шьет и так далее. То есть, получая изделия, они их разглядывали, естественно, самое лучшее получали, так что родители жениха прям всегда в фаворе. И уже делали вывод о том, будут ли их внуки красиво одеты, будет ли их сыночек красный коврик, я его обязательно доделаю, ну, естественно, я вот это вот чуть-чуть подраспущу, вот, и он будет меня радовать. Узорчик, к сожалению, не видно отсюда. Я хочу спросить, как вам вообще сегодняшнее наше занятие, вот, ребята, кто пришли, школьники, скажите мне, пожалуйста. Али, твое первое слово. Вот сюда на камеру. Камеру? Ну, мне можешь говорить, давай. Ну, Как, мастер-класс прошел хорошо, можно сказать, потому что я раньше не знал, как делать это. Угу. Побольше узнал информации, как... То есть ты узнал для себя что-то новое, откуда вообще берутся ткани, да, каким образом они получаются. Вот, потому что ткань, сделанная вручную, и ткань, сделанная на станке, они по технологии-то не отличаются, да. Ну, все, я очень рада, спасибо тебе большое. Ребят, как вам? Мастер-класс понравился? Да, все прошло отлично. Мне понравились ваши изделия. Угу. Они очень красивые, уникальные узоры, прям очень красиво. И понравилась практика. Угу. Ну, вообще, на самом деле, это очень завораживающее действие. Оно и расслабляющее, и приводящее в такое особое состояние, когда ты, значит, отключаешься от мира, который вокруг тебя, и начинаешь жить только вот ты и это изделие. Это такой особый вид медитации, я бы сказала, да, чтобы вам было понятнее, как вы сейчас, ну, как ощущали себя наши бабушки, и как мы сейчас это называем. Вот. Понравилось? Да. Что именно? Веревочку протаскивать. Понятно. Ну, то есть ты прямо это самое получила удовольствие от того, что ты руками что-то сделала, да? Представляете, когда заканчиваешь изделие, и вот самое приятное у ткача — это вот звук разрезающихся нитей, так трык, 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 ты его сняла, и у тебя готовое изделие в руках. Это вообще просто невероятное что-то. Но я думаю, что все, кто закончил свое дело, в которое вложил большой труд, они все именно это испытывают. Я вас благодарю, спасибо вам большое, что вы пришли сегодня. Я тоже получила удовольствие сегодня на мастер-классе с вами работаю. Все большие умнички. Ксения, ну мы надеемся, что у нас мастер-классы продолжатся. По поводу продаж изделий, это, наверное, индивидуально будет этот вопрос, да, и ответ. Конечно. И надеемся, действительно, если вас заинтересует, мы потом позже еще можем проводить такие же подобные мастер-классы, потому что не все увидели, тем более это все проходило в как раз период наших школьных каникул. Потом дальше, если возникнут у нас такие интересы, мы это продолжим. Большое спасибо. Вам тоже большое спасибо. Большое спасибо.